Продолжаем эфир на телеканале Кей-Муз. Я вас всех приветствую. Желаю всем вам приятного вечера. Я надеюсь, что этот час вы проведете вместе с нами, а мы, соответственно, с вами. Надеемся, что будете звонить, будете активными. Номер прямого эфира 59 20 01. И, как я говорила уже ранее, анонсируя наш эфир, сегодня мы решили устроить вечер воспоминаний. Говорим мы про музыку Кыргызстана, музыку Бишкека 2004-2006 годов. Я думаю, сейчас вся молодежь, по крайней мере мои сверстники, ровесники, которые выросли на этих песнях, вспомнят известные группы, такие как Акапелла 312, такую группу как Дельмар вы точно должны помнить, и, конечно же, Азиз Джидыгенов. И, к сожалению, всех ребят мы сегодня не собрали. Сегодня с нами Сардар и Азиз Джидыгенов. Перед тем, как я ребят поприветствую, напомню, что партнеры нашей программы — это компания Шаро, Родниковая, Вода Легенда. Ребята уже сидят в студии. Здравствуйте, как ваше настроение? Здравствуйте, хорошее, спасибо. Тряхнем стариной, да, как говорится? Пожалуй. Хорошо. Последний раз, когда вы были на сцене, ребят, расскажите, пожалуйста. На большой сцене, да? На большой сцене, вот именно на большой сцене. Выступая, скажем, именно в коллективе Дельмар. Это как группа распалась, Дельмар, уже как 10 лет прошло. Последний раз вот с группой я выступал вот 10 лет тому назад. Потом после распада я где-то еще пару раз выступал, и все. Азиз Джидыгенов, вот Ну, вам мне вопрос. как-то по-иному получается. То есть я хоть и забросил, но так как песни мои до сих пор крутятся, я бывает выступаю, зовут в вечеринках всяких, мероприятиях, ну и, конечно, на концертах. Но это очень редко бывает. Я хочу повестить наших телезрителей, что есть у нас такая хорошая новость. Сюнчу, у Азиза Джидыгенова недавно родился ребенок. Как назвали, кстати? Али. Али, поздравляем вас. Спасибо. Ну, я как поняла, сейчас вы больше ушли именно в семью. Можно меньше сказать, занимаетесь да. карьерой. Но, Сардар, все-таки я узнала, что есть такая отличная новость, что вы уже в новом составе, с новыми ребятами, Да. открываете новую группу, или уже, возможно, вы Мы выступаете уже на сцене? Еще не выступаем, вот собираемся, сейчас делаем репертуар, пишем новые песни, как бы играем и съем, кавер-версия, да, вот песни снимаем, играем на тоях. У нас в команде 5 человек, солист, басист, 2 клавишника и барабанщик. И как бы и на сцену, на большую сцену тоже собираемся выйти. Я думаю, что, глядя на вас, сейчас телезрители вспоминают и думают больше не о том, что будет, не представляют себе то, что будет в вашем творчестве, они больше вспоминают те именно годы, когда, можно сказать, что вы взорвали в буквальном смысле этого слова наш бизнес, наш шоу-бизнес. Давайте вспомним вообще о том, как ваша группа появилась на сцене, группа Дельмар. Группа Дельмара, как появилась, все знают, наверное, Нурлан Мамакеев, есть такой. Он был вашим продюсером? Он был нашим продюсером. Ничего Вообще себе. изначально он был другом, дружили с ним, вместе пели. Потом как-то получилось, я ему предложил, говорю, давай, сколько можно петь в кафе? Давай выйдем на большую сцену, там песни запишем, группу соберем. Я предложил. Это была моя идея. И вот начали искать ребят. И буквально там через пару месяцев нашли ребят. Один саксофонист, Ролан у нас играл, и Азат, клавишник. И вот собрали группу, начали писать песни. Вначале не шло вообще. Там пару песен написали. Вообще тишина такая, тишина, тишина, тишина. Ну, по радио крутили, там, выступали, на стадионе выступали, еще помню, этот приезжал, Дима Билан, когда приезжал. Первое выступление на стадионе было у нас, так, переживали, волновались. Потом, как вот песню написали, принцессу написали, вот с этой песней мы, получается, вышли. Принцессу вы написали сами? Принцессу наш состав, да, втроем сидели и А писали. музыку кто написал, мне интересно. Музыку написал, Азат написал. Сейчас вы помните текст этой песни? Ну, примерно. Готовы спеть? Ну, давайте споем. Давайте. Нежная Выступает для вас, принцесса. подождите секундочку, для телезрителей, которые только к нам присоединились. Это сидят не просто молодые люди, которые поют песни былые, известные. Это сам Сардар, бывший солист группы Дельмар. Эту группу точно каждый из вас знает, а теперь уже можно начинать петь. Так, подпоешь? Я помню летний город ночной, мы с тобой, тихо мы мечтали вдвоем. Под луной вкус твоих губ, тепло твоих рук согреет теплом, как увижу тебя.
Ты одна, любимая, даже слова забыл. Нежная принцесса моя, знаешь, нет мне жизни без тебя. Так хочу обнять я тебя, милая моя. И что бы ни случилось, ты знай, где бы ни был я, всегда с тобой. В сердце сохраню навсегда нежный голос твой. Замечательно. Я вот сейчас сама буквально окунулась в свое детство, вспомнила, как я слушала ваши песни, а я думаю, наши телезрители тоже сейчас проникнулись этими замечательными, чудесными нотками воспоминаний. А сегодня, я напомню, с нами Сардар из группы Дельмар. Группы, к сожалению, сейчас уже нет на большой сцене, но, тем не менее, эта группа есть в наших сердцах. И также Азиз Джитыгенов, человек, который также в это время выступал и сейчас до сих пор, оказывается, продолжает петь, вернее, клипы идут в ротации, но на сцену вы редко выходите, как я поняла. Да, у меня как-то несколько иначе получилось. То есть года 3-4 назад так получилось, что захотелось работать в другой сфере. То есть обычная работа, да? И потом, ну, вижу, что как бы всю жизнь на сцене, как мама все-таки на сцене же поет, и как бы с ней всю дорогу рос. И все это как бы уже мое, и сами творческие люди, наверное, не могут жить без музыки, без сцены, когда уже все уже обыденно. А в какую сферу вы ушли, расскажите? Не, Нам ну, интересно. всякое. Хотел и там, и здесь себя попробовать. Но вне музыки, вне сцены. Вне музыки, да. Ну, так бывает, оказывается, у каждого певца, как мне сказали, наши певцы тоже известные, у каждого певца бывает такой Переломный момент, наверное, да, антракт какой-то. такой, Да. передышка такая бывает, оказывается. Ну, я думаю, у меня такая передышка сейчас и идет. А вот давайте вспомним вот 2004-2006 года. Как вы считаете, вот шоу-бизнес сейчас и шоу-бизнес в те годы, как его можно сопоставить? Насколько он изменился, насколько возрос, есть ли какой-то заметный прогресс? В любом случае, сейчас уже лучше. В каком плане? В плане в том, что сейчас очень много певцов, мы все это знаем. Вам не кажется, что их слишком много стало? Да, это, Что не конечно, разберешь? чуть-чуть неприятно, но это, как говорится, количество, ну, создает конкуренцию. Конкуренции очень много, и каждый начинает сейчас работать по-своему, лучше старается, чем тот или этот, да? Не, как И- сказать, певцов много, а лучших мало, которые хорошо выступают, хорошо поют, да? Как вы считаете, кто сейчас у нас на сцене самый лучший? Ну, Самый это лучший. уже зрители, знаете, это тут одного не скажешь, потому что на каждого есть свой Нет, ну, я зритель. спрашиваю Каждый свои всё-таки именно ваше слушатели, да? мнение. Ну, сейчас как Мирбек Атабеков, да? Он взорвал вообще. Про него говорят, что он мега-звезда уже Кыргызстана. Но, кстати, он появился значительно позже вас, или он пел в то время, когда вы Он пели? в то время пел. Он в то время пел. Тоже так же, как и мы, в кафе пели тоже. Он пытался тоже на сцену выйти. Ну, как-то, не знаю, как-то не получалось. Потом, после нас он вышел, да. Как мы распались, он А как так вышел. получилось, что вот некоторые певцы, которые в те времена пели, они продолжили выступать, удержались на плаву, несмотря на то, что шоу-бизнес был не на достаточно высоком уровне, а вы распались? Это было связано с какими-то конфликтами внутри коллектива или какие-то еще причины предшествовали этому? Да нет, в принципе, конфликтов у нас не было. Просто получилось так, нас хотели забрать вообще в Казахстан. Нам предлагали. Есть такой продюсер, я точно имени не знаю, он предлагал большие деньги, чтобы мы туда поехали. И ребята говорят, ну поедем, а что мы здесь в Кыргызстане оставаться там? Тут уже потолок, дальше не поднимешься, да? В принципе, Казахстан выйти, с Казахстана можно выйти на Россию уже. И вот думали, потом я подумал, зачем? Ну, я здесь родился, ну, как бы не хотел уезжать, да? Не хотел предавать Патриотическое чувство свой любимый заиграло. Кыргызстан, свой любимый город Бишкек. И вот я остался. А вот Азат, получается, уехал в Казахстан. Он там сейчас выступает. И Хорошо. Азиз, а вы что можете рассказать про свое творчество, именно про то, как оно зарождалось? Зарождалась она со мной, как я у мамы в животе, я так скажу, на сцене, да? Да, ну как бы с самого начала у меня вся семья музыкальная, у меня даже дедушка народный артист, коммузист, бабушка танцует. Все у меня, в общем, музыканты, и я родился в музыкальной семье и вырос. И с 3 лет на сцене, а профессионально начал где-то с 96-97 года петь на фестивалях, всяких конкурсах
Но все равно артисты, для них сцена — это практически как наркотик, я знаю. Вы Да, от можно этого сказать. получаете удовольствие, вы без Да. этого не можете. Вот так же, скажем, как и ведущие не могут без эфира. Да, Можно этим так живешь, этим сопоставить. дышишь, да. Вы, как вы сказали, сделали такую достаточно длительную передышку. Сейчас что ощущаете? Хотите на сцену? Ну, сейчас как-то у меня разделено все. Как бы хочу, но в то же время я привык. Вот сейчас более спокойнее мне живется, да, в плане на улице могу спокойно пройтись. Уже не Могу- узнают. Да, уже есть такое, что как-то, ну, это мне уже как бы, ну, мне понравилась вот такая вот свобода. Вообще. А до этого вы были прям заключены? Не, ну, до этого, Вот я тебе поклонница. даже если даже не так, то ты не имеешь права там на улице элементарно где-то там спотыкнуться или что-то такое, да, в плане Или сделать. там пирожки съесть, например, да? Было такое, да, что сели где-то, что-то там делаете, как обычный человек, и к вам подходят и говорят: так ты же вот с группы Дель Мар, или ты же Азиз Джейтагенов. Не, ну это, естественно, бывает. Или но что и в щас маршрутке есть. едете, например. Это и сейчас есть. Ну, слава богу, сейчас у нас у каждого машина есть. Вот. Но я так скажу, у каждого певца есть свое время, да? То есть свое время у нас тоже так же было, а сейчас время других исполнителей, так скажем, да? Например, если сейчас Мирбек выйдет на улицу, будет ходить, ему спокойнее не дадут пройтись там. Да, да, да. Правильно? Есть такие Папарацци. моменты, я об этом говорю. Вот сейчас, А например, давайте вспомним те моменты, когда именно у вас был звездный час. Вот Сардар, расскажите, когда был ваш звездный час? Вот когда вы на себе это ощутили? Знаете, я даже, в принципе, даже не ощущал это, да. Я вот как бы всегда оставался, был человеком, да, всегда оставался, старался оставаться человеком. Мне всегда говорили: ребята, ты же звезда, ты же на сцене поешь, ты должен стоять на ступеньке выше, чем люди, да. Я всегда говорил: нет, я должен общаться с людьми, я такой же человек, да, такой же человек, просто у меня профессия такая. Я пою и приношу радость людям, там, в каждые сердца, в каждый дом, как сказать, да. Хорошо, вот, но после того, как вышла песня под названием «Принцесса», Мгм. можно сказать, наступил ваш пик популярности. Мгм. Каковы были вот эти вот первые дни после того, как песня стала хитом? Первые дни. Вообще, это первая песня «Принцесса», да? Мы как на студии записали эту песню. Потом вечером же поехали, отдали на радио. Тогда работала Ольга Данилова, наша хорошая знакомая, этот виджей на русском радио. Мы ей отдали, она в этот же день начала крутить эту песню. И мы сидели в машине, это секрет, да? Ну, я расскажу, как это было, да? Мы Выкладывайте сами звонили, там передача была, «Русский двор», или как назывался, Да, да? «Гостиный двор». «Гостиный двор». И мы сами дозвонились туда, ну, от И просили чужого поставить имени, вашу да. песню. Да, там какой-то, там звонит, например, Марат, да, можно заказать песню группы Дель Мар «Моя принцесса». Вот с этого и началось, да, мы начали. Первый день мы сами дозвонились, потом уже люди сами начали звонить, заказывать, просить эту песню. Азиз, а вы что-нибудь такое делали когда-нибудь? какое... Чтобы звонить, просить свои песни или комментарии оставлять? Ну, это, по-моему, мне кажется, у в всех бывает интернете. такое У меня вначале. несколько по-иному было. Я же как-никак, ну, с мамой же был, да, на гастролях. И я по-другому был. У нас все время гастроли были. Мы, в частности, здесь песни писали в Бишкеке и уезжали на гастроли. Бывало, мы год на гастролях ездили. И потом, это сейчас есть понятие такое, продюсер или сопро, а тогда не было такого же. Да, да, да. Тогда все было проще, и песни сами выдавались, все по-другому было. То есть, Да, и конкуренция мало была. ну, тогда никого не было, тогда был, Тогда Элис распался, только помню, Элис. группа. Да. Nissan группа тогда была. никого не было. А если не было продюсеров, то как вы находили работу? Как Я вас же говорю, находили все проще было. выступления на Все концертах? проще. Мы просто писали песни, клипы, отдавали КТР и радио, телевидение. Все, они крутились, и мы уезжали. А люди сами как-то находили уже нас. Все было проще намного. А сейчас бумаги, вот это все. Ну, это, конечно, нужно, но раньше, когда я начинал, это было легче. Намного легче было, да. Намного. Хорошо. Вроде все такие молодые, бодрые парни передо мной, а по вашим словам такое ощущение, что практически ветераны. Ну, можно так и назвать вас ветеранами творчества музыкального Эстрады, да. Кыргызстана. 59-20-01, телефон прямого эфира. Уважаемые телезрители, напомню, что мы сегодня вспоминаем о музыке, о зарождении столичного шоу-бизнеса, хип-хоп культуры и в целом хорошей музыки, которую сегодня хочется вспомнить. С нашими гостями это Сардар из группы Дель Мар, а также Азиз Джейтагенов. Еще ряд гостей, артистов тех времен
был приглашен, но, к сожалению, они не смогли к нам прийти. Ну что ж, мы не расстраиваемся, двигаемся дальше. Рубрика «Кей фото» вашему вниманию, после которой мы продолжим нашу программу. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу под названием «Кефир» на телеканале Кей-Муз. Говорят, что музыка — это то, в чем можно найти свое вдохновение, это то, в чем можно найти правду. Уважаемые телезрители, и мы сегодня говорим не просто про музыку, и у нас в гостях не просто музыканты, которые сейчас выступают на сцене, а этих людей поистине можно назвать родоначальниками столичной музыки современной Кыргызстана. Это было уже после распада известной группы ЛС. Сегодня с нами Сардар из группы Дельмар, а также Азиз Джойтыгенов. В нашей рубрике посмотрели только моменты из жизни, из творчества группы Дельмар, так как я до конца не была уверена, что Азиз к нам придет на эфир. Какие ощущения у вас сейчас всплыли? Наверное, прям как книжку, да, прочитали заново? Ну да, вспомнили старые добрые времена. А что вот самое яркое вспоминается? Какой яркий момент из творчества? Может, какие-то смешные моменты были, что поклонницы на вас набросились, и вам пришлось вызывать СБшников? Ну, это все надо вспоминать. Надо, да, долго сидеть вспоминать. Ну, неужели вы не помните? Это яркие годы вашей жизни. Не, мы вот вместе вот ездили, вот фотографии, то, что, которые видели, это в Ашеме, когда сольный концерт был у нас, ну, все, практически все были там, те, кто выступали в то время в Кыргызстане. Там Неля была, Урмат, вот все. А капелла выступала? А капеллы не было, к сожалению. А вы сами с ними дружили? Вот группа капелла 312? Нет. Ну, общались так, ну, не дружили. С хип-хоперами не дружили, значит? Нет. Значит, у вас четкое разделение было? Да нет, особо. Да нет, особо не было разделения. Ну, вообще, как бы, не знаю, так получалось, то, что общались так, ну, не дружили, да. Хорошо. А вот сейчас вы видите, как много у нас артистов, тех же самых, которые пытаются продолжать вот именно в сфере хип-хоп. Я не знаю, насколько объективно вы можете судить, но вот, скажем, у нас есть очень много рэперов сейчас, которые помимо Кыргызстана выступают на зарубежных сценах. Как вы считаете, каков сейчас уровень? У нас? Да. Ну, у нас, мне кажется, сейчас рэперов очень мало стало. Да? То есть истинных рэперов нет, вы считаете? Истинных нет рэперов. Ну, рэп это вообще на самом деле тоже искусство, да? Рэп тоже надо знать, как петь, как говорить, читать. Умеете сами читать рэп? Читать нет. Нет? Пару раз доводилось петь. Ну, так, песни такие держите. Студии же. Так особо нет. Ну, там что, самое главное, речитатив. Смысл песни. Ну, у нас, просто видите, у нас в данное время еще чуть-чуть не хватает того, ну, как сказать, менталитет у нас чуть-чуть еще до этого не дошел, да? Не понимаю, даже если у нас есть такие рэперы хорошие очень, они, я думаю, поднимется быстрее там в Казахстане или в России, да? А так можно сказать, у нас рэп, кыргызский рэп, это как Добр, да, и Татаулан, да? Вот в таком плане, да, я думаю, в таком плане можно чисто такое патриотическое, такое наше. Вот, а мне интересно, я когда искала ваши клипы, в интернете их практически нет. В то время, на самом деле, интернет был мало развит, и некуда даже было загружать и выставлять свой талант, помимо телеканалов. Вот. Сейчас мы можем практически все клипы отыскать в интернете. Вот раньше, когда вы снимали свои
клипы? Кто выстраивал вам сценарий? Где находили аппаратуру, где вот находили вот эти вот организационные места, скажем, где будет съемка проходить, и кто вот занимался креативом? Вот я и говорю, раньше было все просто. Одна камера, и все, пошли. Да. Музыку на магнитофоне ставишь и поешь. Ничего такого не А было. где снимали в никакого. основном клипы? Ну, где понравится, наверное. Каждый по-своему В горах? В горах, снимал. да, где Получил, да. цветы, розы. Не, ну, конечно, тоже, в то время тоже было такое, но особо такого вот не было, да, много всяких инструментов, всяких оборудований, там не было же такого раньше. А вот на сцену выходили, одежду откуда брали каждый раз? Для Одежду? образа Шили, сценических? раньше только шили. Да, раньше на заказ. Костюм на форме. Костюм Только на а сейчас заказ. можно купить в магазине какую-то хорошую одежду и выйти на сцену. Неужели раньше такой дефицит был одежды? Не Почему? дефицит, Да нет, правило почему было. дефицит? То есть нужно раньше как? Все блестящее, сзади обязательно должны быть гитаристы, клавишники, ну как раньше, да? Ну это сейчас это тоже приходит вот это все. Живой состав, да? Раньше же пропало же вот это все. А сейчас мы, вот, например, вот наша группа, да, группа Асалам, это полностью живой состав. Это ваш новый коллектив? Да, новый коллектив. Расскажите более подробно про свою новую группу. Это будет некая аналогия группы Дель Мар или вы что-то новое внесете Нет, в коллектив? это совсем другое. Противоположное. Это совсем другое, это совсем новое, так как у нас в Кыргызстане нету таких групп восточных, именно Восток, да. Не то, что Восток, но на разных языках, да. Восток поем и на кыргызском поем, и на русском, на узбекском, на угурском. У нас в составе все разные нации, да. Есть дагестанец, есть узбек, есть уйгур, я кыргыз, ну, из разных наций. То есть такая, можно сказать, вот как группа у нас есть КВН Азия Микс, Да, где да, как да. раз таки представлены разные национальности, у вас Да, такой да. же принцип. Ну здорово. Новые песни записываете? Сейчас пишем новые песни, да, скоро клипы будем снимать, скоро куда будете увидите, услышите наши песни и клипы. А будете упоминать, что в этой группе поет бывший солист группы Дель Мар? Или вы хотите уже забыть про свое прошлое? Не, вначале да. Вначале, да, будем говорить то, что я экс-солист группы Дель Мар, потом уже потихоньку уйдем от этого. А в этот раз кто вас продюсирует? Не Нурлан Мамакеев? Нет, в этот раз мы уже сами. Сами все делаем. Один у нас пишет песни, занимается только этим, один там бегает, там журналы, газеты. А почему вам с Нурланом Мамакеевым не садись? Он же ведь сейчас продюсирует. Не, он сейчас множество продюсерством не клипов, занимается фильмов. уже. Нет? Он сейчас, да, больше снимает какие-то фильмы, да, вот сериалы снимает. Он больше этим занимается. То есть у вас никаких конфликтов тогда не возникло в те Нет. годы? Нет. Нурлан Мамакеев, еще хочу сказать, подчеркнуть, он мне выкулята еще. Надо же. Да, даже так. Ну, понятно все тогда. Азиз, ваша мама, можно сказать, являлась для вас продюсером? Ну как продюсером? Учитель. Практически Ну, учитель. Да. Наставник. Наставника. А вот сейчас кто для вас на данном этапе жизни является наставником? Не именно в творчестве, а вообще в жизни. Наставником, советчиком, поддержкой? Я думаю, для нас всех всегда наши родители будут наставниками в жизни, да? Именно вот как Сардар говорит, в плане... Нурлан Мамакеев мог бы быть их продюсером, да? Да. Но время прошло, и мы сами увидели, узнали, как что делается, да? Время проходит, все-таки Вы же видишь. сами можете Да, себя да, да. Как он говорит, вот Сардар говорит, могут сами себя продюсировать, могут сами двигаться. Вот так же и я тоже так же. Но всегда мать и отец всегда будут нашими наставниками. Всю жизнь. А здесь я не могу вас не попросить также исполнить одну из ваших композиций. Можете Ой. сами выбрать что-нибудь из своего любимого и посвятить ее всем нашим телезрителям. Ну, самая любимая. У меня действительно есть одна самая любимая, которую я 3 дня, по-моему, писал. И вот она и как бы мне слова сейчас не забыть. Какая песня? Я удивляюсь, что каждый раз певцы, вот сидя здесь, всегда забывают слова. Мне, Да, наверное, да, для да, вас нужно почему-то распечатывать. Почему-то такое, да, происходит. Ну, есть такой прямой эфир. Она всегда нас чуть-чуть забивает, потому что нельзя в прямом эфире что-либо такое. Ну что, тогда Харакуст, я думаю. Давай. Один Хотя куплетик. поддержу, если вспомню тоже слова. Просим, просим. Ақ бұлытты аралап, ардайым сені самап, түшімді да сені іздеймін. Ақылымдан алған бы, ақ сүйібі арман бы, жетішігі мені салған бы, қарағат беле,
сыйкырды беле кешенine алды көздөрүм кара көз чүрөк караңдык издеп жүрөмүн көздөрү мүрөк бир сен деп өтөт менин күндөрүм. Тоже вспомнил. Вроде ни одно слово не забыли. Да, Кстати, вроде. эту песню, я заметила, сейчас многие перепевают. Ну, Молодые было исполнители. такое, пели, но не на радио. Я слышал свои песни, такие как «Ой, ресторанах, в ресторанах, да, но в конкурсах бывает же такое прослушивание, все такое. Таких вот слышал, а на сцене еще «Каракусь» нет. «Ой, да, слышал. Хорошо. Сейчас эту песню мы, как я сказала ранее, посвятили всем поклонницам Азиза Джитыгенова, а сейчас же всех поклонников группы Дельмар, а именно Сардара, который сегодня сидит вместе с нами. Я всем вам представляю нашу следующую рубрику, в которой вы сможете посмотреть, насколько хорошо помнят песни тех годов наши жители города. Саламатсызбы? Сизге бере турган суроом баягы 2006-жылдары жаңы толкун болуп жаштар чыкты эле. Ошол убактагы ырчылар эсиңиздеби? Ооба, Бекчоро, Ралия деген ырчыларды таанышыбыз. Дагы Бекчоро группа Делмарды билчүбүз. Ошолордун ырларын ырдачубыз. Ырларын ырдачубуз деп калдыңыз, бирөөсүн ырын ырдап бербейсизби? Бекчоронун ырын ырдап берейин. Мен үчүн белең деген ырын. Бирок азыр жанымда телефонду бар. Ошо сөзүн карап ырдап берсем болот да. Жалындап күйгөн жан белең, жаркырап аткан таң белең, көңүлгө издеп тапканым, кыял кеч жаным сен белең, чын сүйүп жалгыз сен белең, жашоодо жаным бар белең, жалгызым сенсиң тапканым, сүйүктүү жаттуу бал белең, мен үчүн белең, суктанып сага келем, жылмайып күлүп жатсаң, күлкүңө суктана берем, ойлонуп сага келем, толгонуп сенде белем, кай жерде жүрбөсөм да, сен ойлоп күндө мен келем. Слова дайте мелодию. Дайте я вам. На камеру вот распев. Жақсы дайте Как же нелегко с тобою мне прощаться, нелегко с тобою было расставаться, но пришлось, а значит, не судьба бы вместе нам. Как же я хотела, как же я мечтала, чтобы птица счастья нас не покидала, чтобы рядом был со мною только ты всегда. Может быть, однажды мы встретимся опять, встретимся в тиши и вспомним о любви. С порывами ветра все гаснут огни. Я буду скучать, но меня ты не жди. Расходятся медленно наши пути. Пойми меня, милый, мой милый, мой милый. Спасибо. Пожалуйста. У вас Пойдёт? красивый голос. Спасибо да, спасибо огромное. Тону в этих прелестных глазах, без следа, в объятиях твоих нежных хочу быть всегда. Вкус твоих губ, тепло твоих рук согреют меня, как увижу тебя. Ты ведь для меня одна. Я помню летний город ночной, мы с тобой, тихо мы мечтали вдвоем под луной, нежно любя и не тая, прошепчу заветные слова. Лишь тебе, моя любимая, нежная принцесса моя, знаешь, нет жизни без тебя. Так хочу обнять я тебя, милая моя. И что бы ни случилось, ты знай, где бы ни был я всегда с тобой. В сердце сохраню навсегда нежный голос твой. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Отлично.
Как оказалось, весьма талантливые ребята встречаются на пути у нашего оператора и журналиста. Спасибо всем тем людям, которые приняли участие в нашем опросе, и хотя бы по готовому тексту, но и вспомнили, спели те песни, которые мы любим, ценим. И сейчас мы говорим именно про творчество 2004 и 2006 годов. Дорогие друзья, в эти года процветал наш шоу-бизнес, и такие замечательные группы, как Дельмар, певец Азиз Джитгенов, которые сидят сегодня с нами, Акапелла, Самодар. В общем, столько было множество, такое большое множество певцов, что даже всех и не упомнить. Хотя сейчас телезритель наверняка тоже от себя тоже хочет что-то добавить. Давайте примем звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Чуть погромче говорим, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Махаббат. Махаббат, очень приятно. Да. Что бы вы хотели сказать? Я настолько знаю, что Сардар и Азиз одноклассники, да? Да. Да, Да, мы можете вместе учились. рассказать совместно интересные истории? Не слышно? Интересная история Да. из школьной жизни. Хорошо. А вот вы в то время какие песни слушали, какие музыканты вам нравились? Мне вот группа Дельмар, вот. Азиз Джитгенов, естественно. А можете нам спеть что-нибудь? Спеть? Да. Хорошо. Слушаем вас. А мы вас поддержим. Да-да-да. Нежная принцесса моя, знаешь, нет ни жизни без тебя. Так хочу обнять я тебя, милая моя. И что бы ни случилось, ты знай, где бы ни был я, всегда с тобой. Сердце сохрани навсегда нежный голос твой. Вообще Замечательно. Суперский голос. Спасибо большое. У Тембр нас голоса. сегодня таланты прям рождаются в Да, прямом да. эфире. Вам спасибо за активность. Правда, что вы учились в одной школе? Да. Да, мы учились в музыкальной школе имени Мукаша Абдраева. Мгм. Отлично. Кстати, они придут к нам на эфир уже завтра. Вы знаете, да, что юбилей Да, у 50 данной лет. школы? Мгм. Ну тогда давайте вспомним школьные времена. Школьное время. Что интересного было у Все нас? равно музыкальная школа, она выглядит иначе. Там царит такая волшебная, Да-да-да. сказочная атмосфера. Я сама видела, кто-то играет на скрипке, кто-то распевается, кто-то там на клавишах. Там кто-то совершенно другой мир. музицирует. Это сейчас так кажется. Да. Такая. Я не знаю, вот лично для меня, для человека, который окончил обычную среднестатистическую школу, этот мир показался действительно необычным. Вот, как вам казалось на тот момент? Ну, как мне казалось, что это вообще совершенно другой мир. Потому что у нас там ограждение, мы там и жили, там и учились, там у нас и общежитие музыкальное, и школа была. Мы все время там находились. Я с 1 класса там учился и доучился до конца, жил в интернате. И А вот. почему вы жили в интернате? Не, я не По жил, я собственному был желанию приходящий. было? Там как бы делились приходящие были и которые жили интернатовские на были. интернате. Это те, кто приезжали издалека, они жили в общежитии. Там, например, было очень много этих учеников, там Саша, например, с Таласа, с Нарына, разных областей. да. с разных областей, да. Из-за этого они предоставляют общежитие, да, что То есть вы жили абсолютно в другом месте? Там в Абдраево есть Там в интернат. Абдраево, там Они внутри. Там учились и жились. Там Мы жили и были учились. приходящие. Нас так называли, приходящие. он, например, он бывший саксофонист. Мы приезжали, учились и учились. Да, он сейчас А и вот сейчас вы играет. сами, основываясь на свой опыт, что можете сказать, что эффективнее для всех молодых исполнителей, которые сейчас учатся в школе, хотят стать мегазвездами, эффективнее вот жить в школе, проникнуться этой атмосферой, обучаться вокалу, игре на инструментах, или лучше стоит, наоборот, отвлекаться от этого и чем-то другим еще заниматься параллельно? Ну, как у нас в школе, не знаю, вокалу не учили. У нас был хор. Мы там с 1 класса до 7 или до 8 класса. Мы пели в хоре. А у меня вот никогда в жизни даже не подумал, потому что я буду петь. У меня вообще даже в А планах зачем вы не в было. эту школу пошли? Я на инструментах играл. Я сам бывший скрипач. Я на скрипке играл. Потом на барабанах играл, на кумузе, на трубе играл. В общем, человек-оркестр. И вот, получается, я школу закончил, потом жизнь заставила. Потом, как бы, да, Азиз, как бы, школу ты же не закончил, да? С какого класса? С 8 с 9 класса ушел? С 10-го ушел. А, с Почему 10 ушли со ушел. школы? А в другой. Я как скажу, у меня с 5 класса я в то время
даже не как певец, а как сын Алины Жетигеновой я уже был такой весь этот, да? Да, Сам да, по себе. И концерты уже. В то время мама вечером в этом концерты давала в драмтеатре, а я в драмтеатре днем для школьников давал. То есть в то время у меня были гастроли свои. всё Да, такое. свои слушатели были Уже уже. были звездой, значит, на то время. Да, ну и все по-другому получилось. Мгм. А вот, как вы сказали ранее, вы жили в этой же школе. Мгм. Свободное от учебы время чем занимались? Продолжали развиваться музыкально или... Мы Веселились с друзьями. мы все время сидели в музыкальной школе. Мы, получается, вот покушали, поужинали, да? В 7 часов поужинали, заходили в музыкальный. Бывало, мы до утра там занимались. Мгм. Вот так. Ну, конечно, бывали свободное время бывало, играли в баскетбол часто. И у нас мячики часто отбирали, потому что музыкантам играть запрещено было баскетбол. Почему? Потому что Ну, можно повредить пальцы повредить, там же экзамены, надо же играть же. Значит, спортом вообще нельзя заниматься. Но в то как- время мы Боксом тем более нельзя были Ну, заниматься. бегать маленькие можно же. было, а то, что вот руками делать нельзя было. Мгм. А вот мне также интересно сейчас, раньше вот понятно, чем вы занимались спортом, да, едва занимались, так как запрещено было. Сейчас вы уже свободные взрослые люди. В свободное время как проводите? В свободное время я пишу музыку. Каким образом проходит процесс меня- написания музыки? Вот для людей не музыкальных разъясните У нам, меня, знаете, у меня пожалуйста. такое бывает, просто я вот просто сижу дома, например, да, телевизор смотрю, и какая-то идея приходит. Мгм. И я начинаю вот так тук-тук-тук-тук, и раз, пошел, записал песню, да. Мгм. Вдохновение вот так приходит, То и есть по нотам записываешь. прям садитесь и Да, записываете? все по нотам записываем, потом аранжируем и делаем новые песни. Мгм. Я знаю, что творческим людям вот именно идеи музыкальные приходят абсолютно внезапно. Да. В каких местах и в какое время суток Не, ну я это так скажу, происходит? песни пишем, как пишем. Например, у меня Мгм. есть два варианта. Первый вариант — это ждать, когда Музу. вдохновение, да, музыка, когда все начнет само литься. Это какой-то ритуал специальный в какое-то время? Не, надо не сидеть ритуал. и ждать? Да нет, это как-то само приходит. А есть второй вариант, когда нужно. Когда уже сидишь, вот нужно написать что-то, и вот уже специально что-то делаешь. Ну, это чуть... А когда лучше получается? Когда Когда специально вдохновение. садишься или когда Когда спонтанно? лучше получается, когда засыпаешь. Мгм. Только засыпаешь, и классная идея в 3 приходит. часа ночи Да, и лень встаешь. встать, записать, да, и все. Утром просыпаешься, нету песни. Мгм. Такое Ну, часто не бывало. зря говорят, что творческие люди все немного причудливы. Ваши супруги как относятся к таким вот выходкам вашим? Ну, пока у меня таких выходок не было, но они за. полностью, если такое будет. Сардар. У меня тоже нормально все. А ваши супруги, они также в творчестве или нет? Моя жена, она изначально пела. У меня теща поет, красиво поет. Жена тоже музыкальная, в детстве на помузе играла, пела. Потом, когда мы группу Дельмар, когда мы создали, к нам пришли две маленькие молодые девочки. Мгм. И попросили там, кого можно попросить, там, чтобы продюсировал. Нам хотелось бы, говорит, на сцену выйти. Мгм. Вот тогда одна из них же была моя жена. Мгм. Мы, получается, с ней так познакомились. Потом они тоже с нами выступали, ездили на концерты, на гастроли. Потом так-то, пошло-поехало. Группа распалась. И все, я перестал петь на сцене. И как бы жена тоже перестала петь. Мгм. А своим детям, у вас также есть дети? Да, у меня сын Эмир и дочка, Мгм. А у лапочка, вас один дочка сын, Раяна. как я поняла. один сын. Вы своим детям сейчас с детства прививаете именно вкус музыкальный и любовь к музыке? Не, у меня сын, знаете, у меня сын вообще не музыкальный, да. А как вы определили? Ну, потому что музыкальные дети, они уже с детства начинают уже танцевать, петь, уже видно, да, то, что... Улавливать музыки. Да, Постоянно. слушают. А дочка у меня музыкальная. Мгм. У меня есть дома этот синтезатор, клавиша, да, и она постоянно просит, она еще не говорит, ей год и 9, говорит, достань мне клавишу, ну, понятно, да, то, что, и она сидит там, стучит и поет, да, Мгм. вот уже Ну, понятно. говорят, что при желании 1% таланта нужно и 99% старания. Что вы думаете по поводу этого? Правильно? Не, это Возможно и ли развить свой правильно, талант? Конечно. развить Или можно. вообще разбудить талант, которого нет? Не, ну, знаете, я считаю, что каждый человек может петь, потому что у нас у каждого же все похоже. Тут связки, Да, голос голос, все есть. правильно. Главное спеть. Уши есть. Грамматика пения есть. Просто научиться, и главное, правильно петь, и все получится у любого человека. А петь как нужно? Петь нужно от души.
Вот тогда человек будет слушать. Да, да, Ну, да. я каждый день вижу в караоке людей, которые стараются и поют от всей души. Ну вот не получается Ну, как-то. наверное, неправильно. Они, видимо, напиваются. Хорошо, ребят, мы продолжаем наш эфир. Напомню, что вспоминаем музыку 2004-2006 годов с нашими гостями, с Сардаром из группы Дельмар, а также с Азизом Джитигеновым. Дорогие друзья, 59-20-01 наш номер. Звоните, присоединяйтесь. После небольшой рекламной паузы мы продолжим нашу программу. Уважаемые наши телезрители, если вы смотрите нас от начала до конца, то наверняка вы уже пропитались любовью к нашим сегодняшним гостям. У нас Сардар сегодня с группой Дельмар. Эту группу вы точно помните по песне «Принцесса», а также Азиз Джитигенов, который тоже написал несметное количество песен, которые, оказывается, исполняют даже не только вы сами, а и другие, да, артисты. Вот вы расскажите, вы часто пишете сейчас до сих пор для других музыкантов? Нет, Песни. сейчас я не для других, даже для себя как-то нет. Сейчас я другим несколько, как бы сказать, увлекся. Ну, можно же чего-то ожидать от вас в ближайшее время? Вот Конечно. хочется прям пропитаться надеждой, что да, вы скоро выйдете на сцену и сыграете нам Конечно, старые и новые песни. старые и новые песни. И, естественно, я уже даже вспомнил сейчас, даже в том году говорил, по-моему, или в этом году в начале, в какой-то газете, что я уже начинаю, что-то такое, ну, типа на сцену выходить, петь. Ну, сейчас чуть-чуть иное время. Сейчас я более хочу сейчас дома побыть с ребеночком. Сейчас ему только вчера месяц исполнилось. Сейчас мне приятнее там побыть с ними. Ну, естественно, на фоне всего этого, я думаю, будут рождаться новые песни. И так как я уже хочу и буду этим заниматься. Сардар, а вы помимо творчества сейчас чем еще заняты? А сейчас строю дом. Вот этим я сейчас Сами занят. строите? Сам строю, да. Уже почти достроил. Дерево Да, тоже всё. посадили? Дерево посадил, Семья дом есть? построил, детей сделали. Все, теперь можно жить. Ну, теперь самое главное, чтобы вас также тепло приняла публика, как и группу Дельмар. И все-таки вопрос у меня такой встает о том, как же на тот момент, когда интернета не было, сейчас мы знаем, все зарубежные артисты выкладывают свои видео, даже еще не артисты, только начинающие певцы, скажем, тот же самый Джастин Бибер, просто выложил свое видео, набрал лайки, стал звездой, пригласили. В то время, как вам удалось стать популярными, как вы считаете? И тем более это был очень короткий период времени, буквально 2 года. В то время телевидение, даже по-моему, даже на телевидении даже не показывали. У нас, получается, только один клип был. Радио и... Ну, в то время также и мало же было телевидения и радио же. Да, и Например. исполнителей тоже мало было. Да, и все слушали только одно телевидение, радио, или смотрели только одно ТВ. А там мы показывали всех нас. Как Нурлан прикалывается, мама Киев, продюсер нас. Сейчас откроешь холодильник, там принцесса поет, говорит. Утюг включаешь, принцесса поет, говорит, везде принцесса, говорит. Ну да, я могу тоже поддержать ваше мнение, так как очень много артистов у нас приходят, зачастую клипы свои оставляют, и мы их крутим в эфире, но очень жалко, что качество все-таки оставляет желать лучшего, не так много хороших певцов. Как вы думаете, нашему современному шоу-бизнесу чего не хватает? Времени. Сейчас все хорошо идет, пусть так и идет. Все будет хорошо. Да, временем. потихоньку, да. Но уже Поднимается. есть чем Результат, да? похвастаться. Есть, да. Конечно, не все же так плохо, не все же. А есть все-таки из 10, скажем, 2 или 3 хорошие исполнители, хорошие режиссеры, кто... Операторы Вы, хорошие. наверное, слышали про скандал, который разразился относительно недавно, когда приехала к нам группа под названием «Казаки», если не ошибаюсь, это украинская группа, парни, которые выступают на каблуках. Вот, если мы равняемся, скажем, на Запад и стремимся к их уровню, то нам тоже нужно двигаться в этой стези. То есть какой-то эпатаж, какую-то неординарную нотку также вносить в развитие шоу-бизнеса. Но это не мое личное мнение, а я выражаю лишь взгляды людей, которые поддерживают такой вот неординарный стиль выступлений. Как вы считаете, стоит ли нам оставаться на том же уровне, либо стоит действительно побольше неординарных артистов выпускать на сцену? Если все это так будет выглядеть, как те 3 или их 4, то я думаю, лучше оставаться здесь. А если нет, то лучше развиваться вперед. Без каблуков. Хорошо, ну не каблук, но, скажем, какие-то сумасшедшие образы применять. Не, надо. Не то, что вообще, каблук, да. просто даже манера поведения. Вот
парень, мужчина, мужчина, да, девушка, девушка, оставайтесь такими, какие вы есть. Но Сардар, вы на что готовы, чтобы стать популярнее и привлечь внимание общественности? Какой образ готовы примерить? Какой у вас пик, до которого вы можете дойти? Да нет, в принципе, мне всего хватает, нормально все. То есть вы к славе великой не стремитесь? Нет уже. Стремился когда-то был, когда был молодым, когда было вот 19-20 лет. Сейчас уже особо нету такого. Но все равно же это, можно сказать, то, почему оценивается. Нет, вы знаете, популярность сейчас, если чуть звезды. корректировать, то молодежь, когда молодые, да, но мы вообще, молодой человек, когда хочет на сцену, он действительно хочет славы, все такое, Да. автографы, да. А чуть погодя, вот, например, я скажу по себе, да, буду судить или по нам. Нам хочется не славы, нам хочется показать, то есть окантовку дать своего творчества, отчет такой. Конкретно то, что мы, чего мы научились, что мы умеем делать, вот это вот для нас это удовлетворение. То есть показать людям, вот чего мы добились, чего мы умеем. Хорошо. И сейчас, раз уж мы уже все возможные темы обсудили, я думаю, немножко анонсируем и поговорим про группу, которая вскоре появится на нашей кыргызстанской сцене. Сардар, расскажите, пожалуйста, еще раз немного более подробно про вашу группу. Эту группу как бы создали, да, вот недавно, собрали новый состав. Получается, я познакомился с этим парнем, он по национальности уйгур. Он говорит, давай, говорит, так-то, ну, он меня хорошо знает, то, что была группа такая, Дельмар. Говорит, давай, говорит, соберем новую группу, говорит. Ну, давай, говорю, посидели, поговорили, подумали, говорит, какой формат? Говорит, давай попробуем Восток, говорит. Все-таки Восток, как я считаю, это богатая музыка, да? Под Восток все поют, под Восток все танцуют, да, в наше время. И вот решили, потом начали искать тоже так же, как и собирали группу Дельмар, так и собирали новый состав группы Ассалам. Да. Как собирали? Искали парней, слушали, например, рекламу давали, нужен клавишник или нужен гитарист. Ребята приходили, показывали, что умеют, да? Там что-то сыграют, слушаем, если нравится, берем. Вот сейчас мы собрали вот так 5 человек у нас в группе. Таблидист, 2 клавишника, гитарист и 1 вокалист. Вам не кажется, что вы себя загоняете в рамки, ограничив себя лишь восточной музыкой? Восточной музыкой? Да. Восток на самом деле играть очень тяжело. Восточная музыка. Например, обычную попсу можно сыграть спокойно, да, а Восток он намного тяжелее, кажется, идет. Я сам это понял, да, вот мы сейчас начали репетировать, песни новые писать. Это тяжело, оказывается, на самом деле. Ну, как бы Восток, там же на всех языках будем петь, и на кыргызском, и на русском, и на узбекском, на уйгурском, на разных языках, на арабском, может. Вот. То есть собираетесь уже выходить за пределы Кыргызстана и в других странах Да, СНГ также выступать? да, собираемся. Ну хорошо, я лишь пожелаю вам успехов. Наша программа подходит к своему логическому завершению, и сейчас у нас есть рубрика «Свободный микрофон». И в адрес всех телезрителей, поклонников своего творчества, каждый из вас может высказать пару слов в адрес. Азиз, давайте с вас начнем. Во-первых, спасибо, что пригласили, вспомнили, так сказать. Хочу всем пожелать благополучия, здоровья, не болейте. А мы, в свою очередь, попытаемся сделать чуть ярче вашу жизнь нашими песнями. Мы будем этого ждать, Азиз. Сардар, вам слово. Да, вот, как Азиз сказал, спасибо большое, что пригласили. То, что вспомнили, нам очень приятно, то, что мы так сидим. Мы, оказывается, давно так не сидели, очень приятно, поговорили по душам. Что я хочу пожелать? Мир каждому дому, каждой семье, чтобы не болели, чтобы у нас наш Кыргызстан, чтобы процветал. Что еще пожелать? Побольше, как говорится, имана, да, всем нашим людям, добра. Все. Ребята, вам спасибо. Я думаю, что здорово, что вы состоялись не только в творческой карьере, но также в семейном плане. Поэтому желаю здоровья вашей семье, вашим детям. Азиза еще раз поздравляю с тем, что он стал отцом. И мы уже прощаемся с вами, уважаемые телезрители. К великому сожалению, программа наша подошла к концу. Мы сегодня вспоминали о музыке 2004-2006 годов вместе с артистами, звездами. С тех пор это Сардар из группы Дельмар, а также
также Азиз Джитигенов. К сожалению, других ребят мы не дождались, но тем не менее есть еще время, множество эфиров впереди. С понедельника по пятницу с 19:30 по 20:30 выходит наша программа, поэтому не упустите самые интересные и увлекательные темы. Все это будет впереди, оставайтесь лишь на нашем канале. Партнеры нашего телеканала — это компания «Шаром», родниковая вода «Легенда». Я с вами прощаюсь до завтра. Всем пока, до скорых встреч.